Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Матвей Апросин о самых резонансных происшествиях этого дня в ближайшие 10 минут. Первая серьезная авария произошла на Вознесенском тракте в Казани. Сегодня около 11 часов дня грузовой автомобиль «МАН» столкнулся со стоящей в правой полосе «Нивой». Самое страшное то, что в этот момент в ней находились водитель и 2 пассажира. Они серьезно пострадали. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Авария произошла примерно в полукилометре от съезда с платного участка на трассу М7, буквально под арочной конструкцией. По неподтвержденной информации, пострадавшие прибыли для выполнения работ на информационном табло, установленном над дорогой. Нива, в салоне которой было 3 человека, остановилась на крайней правой полосе. Мы спросили у водителя фуры, был ли выставлен у легковушки знак аварийной остановки. Стоял в полосе. Габаритов, но на аварийке, правда, аварийки, фонари грязные, еле видно. Очевидцами ДТП стали рабочие, которые поблизости, но за пределами проезжей части устанавливали тротуарные ограждения. Именно они первыми вызвали на место скорую помощь. Звук удара сильный был? Да. А скорая быстро приехала? Ну, мы вызвали, да, быстро приехал. Минут 2 даже, наверное, не прошло. Сколько скорых было? 3? 4. Мы в машине сидели, обедали просто как раз, только удар услышали, вышли и вот. На месте работали сразу несколько экипажей ГАИ, которые помимо оформления ДТП обеспечивали безопасность на этом участке трассы. Кроме этого, как и положено в подобных случаях, аварийными комиссарами данного участка было выставлено прикрытие в виде ограждения, что временно снизило количество полос до 1. Нива получила очень значительные повреждения и вряд ли будет восстановлена. В результате ДТП водитель и пассажиры Нивы получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинские учреждения. Олег Хайруллин, Данил Филатов. Вызов 112. 11-летний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля на улице Тазидинова в Казани. Как установили автоинспекторы, он шел в школу по пешеходному переходу. Водитель Рено поздно заметил ребенка и сбил его. На место ДТП вызвали медиков. С подозрением на сотрясение, черепно-мозговую травму и перелом малоберцовой кости ребенка госпитализировали. Местные жители сообщили, что неоднократно жаловались на небезопасный пешеходный переход во все инстанции и просили оборудовать на этом участке дороги лежачие полицейские, поскольку в этом месте часто происходят подобные случаи. Хавейл припарковался прямо на Ладе. В Казани авария произошла на пересечении улиц Меридиана и Чистопольская. Как рассказали очевидцы, иномарка ехала со стороны Декабристов, и на перекрестке водитель решил повернуть налево. В то же самое время отечественный автомобиль ехал прямо по встречной полосе. В результате кроссовер протаранил легковушку и запрыгнул на ее капот. Люди в аварии не пострадали. Еще одно необычное ДТП произошло в Казани ночью на Аметьевской магистрали. Очевидцы увидели каршеринг, лежащий на крыше. Предварительно обошлось без жертв. В салоне остались 2 бутылки. Одна из-под минералки, а вторая из-под пива. Если первая не вызывает вопросов, то вторая намекает на нарушение водителем правил дорожного движения. Обычный вечер, обычная дорога и необычная перевернутая машина. А на месте ДТП мужчина в салоне «Лады», отрицающий свою причастность к происходящему. Мы просто подъехали, машина перевернута. То есть вы не видели ничего? Нет, не видели. Но эта версия быстро дала трещину. Инспекторы явно знали больше и недвусмысленно указали нам: водитель именно он. Вы водитель. Они ошиблись. Но у вас же даже кровь. Ну, я просто человека оттуда доставал, человека госпитализировали. В машине, кроме следов крови и битого стекла, обнаружили 2 бутылки. Это минералка и пиво. Чьи они и кто кого доставал, история пока умалчивает, но, видимо, сила убеждения у инспектора оказалась выше, чем у водителя, поэтому уже через 15 минут стадия отрицания сменилась на стадию принятия. Мужчина признался, за рулем был он. И вот его версия событий. Ехали вот там на повороте, машину начала заносить, машина без шипов, без всего. И все, потерял управление, он влетел в столб. Все. Машина потеряла контроль из-за того, что сцепление с дорогой пропало, и снова еще подмерзла, и плюс машина без шипов. В итоге дрифт, удар о столб и переворот. Машина вверх дном, у водителя пара царапин. Все подробности аварии уточняют в ГАИ. Уже ясно одно: водителю необходимо сделать выводы хотя бы насчет того, что зимой нужно ездить на шипах. Рамиль Шайдуллин, Анвар Шарифуллин, Вызов 112.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в центре Казани. Тела 2 людей нашли правоохранители после звонка соседей, которые сообщили, что их квартиры топят. Спасателям пришлось выламывать дверь, только после этого в помещение смогли зайти полицейские. От увиденного они были в шоке. На полу лежали 2 человека без признаков жизни. 69-летняя женщина с ножевыми ранениями, а ее 36-летний сын до смерти сварившийся в кипятке. Подробности в сюжете Нафисы Минязовой. Бегом спасать всю технику, хоть что-то спасти. Соседи с ужасом вспоминают трагедию, из-за которой пострадала их квартира. Женщина, которая живет этажом ниже, рассказала, их жилье непригодно для проживания. Основной поток, он сначала шел со стояка туалета, там прям лавина была. То есть дверь закрыта, и прям вот с 2 сторон просто течет кипяток. Крутой кипяток. Там парилка была в квартире. Я уже потом додумалась, надо открыть балконную дверь, чтобы эта вода хотя бы как-то остужалась. Даже дышать было невозможно, говорят они. Обои оттекли, ламинат разбух, кипяток лился с потолка и по стенам. Пострадало больше 10 квартир. С 8-го этажа вода протекла до супермаркета на 1-м. Женщина рассказала нам, что выросла в этом доме и с детства знает семью, в которой произошел этот случай. Матери 69 лет, отец умер несколько лет назад. С ее слов, у 36-летнего мужчины был диагноз шизофрения уже с детства. Он часто проявлял агрессию и порой нападал на людей. После многочисленных жалоб его увезли жить в другое место, но через несколько лет он вернулся. В тот день люди тоже слышали крики, но не отреагировали, так как для них это уже стало обычным явлением. Я слышала, как они ссорились очень громко. Но до этого тоже вот были такие ссоры, как бы мы привыкшие к таким. Но, как оказалось, именно в этот момент разворачивалась трагедия. Как установили следователи, мужчина нанес своей матери несколько ножевых ранений в область груди и предплечья. После этого начал крушить квартиру, сорвал трубу отопления и полотенцесушитель. Он сам до смерти обварился в кипятке. Мы знаем от следователей, от полиции, что он ее зарезал. Видимо, вот мы как раз слышали тот момент, когда он ее зарезал, потому что она очень сильно кричала. И потом в какой-то момент произошла тишина. С управляющей компанией, когда приходили опись делать, что произошло, он говорит, там по всей квартире был разбросан препарат, который выписывают от шизофрении. Там парилка была, самая натуральная. Я не представляю, как выглядели трупы, но, скорее всего, там уже, я не знаю, что это было. Ну, как вареные котлеты, наверное. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Тем временем соседи не понимают, кто ответит за причиненный ущерб, стоит ли начинать ремонт. У них есть опасения, что у погибших не осталось близких родственников. Нафиса Минязова, Диляра Хабибуллина, Анвар Шерифуллин, вызов 112. Сегодня в Кировском районном суде огласили приговор водителю КАМАЗа, который в сентябре совершил смертельный наезд на пешехода и уехал с места происшествия. Тогда погиб 62-летний пенсионер. Почему представитель потерпевшего выступил на стороне обвиняемого, а суд вместо реального срока дал условный, в репортаже из зала суда. С места ДТП я не скрывался. Ринат Акзамов в зале суда рассказывает свою версию трагедии. Она произошла в сентябре на улице Клары Цеткин в Казани. Сразу несколько камер видеонаблюдения зафиксировали наезд на пешехода. Мужчина пытается перейти оживленную дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход в 50 метрах. В этот момент его сбивает КАМАЗ. Пенсионер погиб сразу. Виновник аварии покинул место происшествия. Им оказался 37-летний Ринат Акзамов. Он утверждает, пешеход оказался в слепой зоне. Он его не заметил. Не заметил, да. И наезд, и скрываться я не скрывался. Вес большой просто. Там выше 30 тонн. При этом, по словам обвинителя, водитель имел возможность заметить пешехода и запросил для обвиняемого 7 лет колонии общего режима. Сын погибшего мужчины придерживается версии камазиста. Я понимаю, так же сказал в суде. Получается, в стечении обстоятельств он проявил неосторожность. Водитель? Сам потерпевший. Мне кажется, он проявил неосторожность, да? Сторона потерпевшего выступила с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. После прений Ринат Акзамов выступил с последним словом. Я не намерен, потому что я на самом деле не заметил пешехода. Суд назначил подсудимому наказание в 2,5 года условно и на 2 года лишил водительских прав.
Олег Хайруллин, Алмаз Зиединов, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.